Они встречают и провожают поезда и самолеты, обеспечивают порядок на вокзалах. Специфика Коми, большая протяженность, но малонаселенность накладывает отпечаток на криминальную ситуацию. На транспортных объектах все без осложнений. Территория оперативного обслуживания Сыктывкарского линейного управления, она расположена не только на территории Республики Коми, но и в Архангельской области и в Тюменской области. Составляет протяженность более 2000 километров. У нас 3 линейных отдела полиции, головное подразделение в Сыктывкаре, линейное отделение полиции и 10 линейных пунктов полиции. Всего 400 человек по штату. То есть сила у нас большая. Меньше всего проблем с местными жителями. Настоящая головная боль – маршрутные загулы вахтовиков, пьяные драки и кражи в поездах с их участием. Смена людей на объектах добывающей отрасли – порядка 5000 человек ежемесячно. Иван Николаевич, добрый день. Вас доставили в дежурную часть Сыктывкарского линейного управления за совершение административного правонарушения. На период привахтова группы сопровождения маршрутов дальнего следования усиливаются. На счету стражей порядка в год почти 3000 поездов. В итоге количество регистрируемых преступлений удалось снизить, раскрываемых повысить. Все сотрудники у нас проходят профессиональное обучение, имеют высокий уровень профессиональной подготовки, что в целом положительно складывается и отражается на результатах профессиональной деятельности. 12 железнодорожных вокзалов, 1 речной, 4 аэропорта, причем 1 международного значения. Обеспечить антитеррористическую защищенность на этих объектах, пресечь незаконный провоз оружия, боеприпасов – тоже работа транспортной полиции. Сейчас мы сделаем учебную закладку одному из пассажиров. И служебно-розыскная собака обозначит. Учебная закладка будет имитатор тротила. Старший инспектор-кинолог Иван Терентьев учебные тренировки с четвероногим подопечным проводит 3 раза в неделю. Служебная разыскная собака «Спартак» добрая и покладистая. Ее конек – опасные взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. За 5 лет работы практиковалась на Олимпиаде в Сочи и на международных форумах. А вот и сумка, в которой якобы взрывчатка. Собака садится и носом указывает на опасный предмет. Пройдемте в дальнейшем для досмотра вас и вещей. В реальности при такой ситуации посетителей эвакуируют, вокзал оцепляют. Дальше работа взрывотехников Росгвардии. Сегодня, впрочем, как и всегда, у нас в сумке учебный реквизит. Идентичный запах с тротилом. И на этих реквизитах тренируем собак, то есть чтобы в реальной жизни она уже учуяла, если при человеке там взрывчатое вещество. Также тренируем на порох, отстрелянные гильзы. В арсенале транспортников 59 единиц техники, в том числе и мощные современные катера. На скорости до 120 километров стражи порядка преследуют нарушителей, незаконно добывающих биоресурсы. А вот с помощью бурана в районе аэропорта Соколовка вылавливают металлосборщиков. Там расположены железнодорожные подъездные пути, находятся. И их периодически нечестные граждане пытаются снять и, соответственно, сдать в прием металлолома, чтобы получить за это деньги. Так как это незаконно, соответственно, мы пресекаем все попытки. Сотрудники транспортной полиции востребованы и за пределами своего участка. Чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России, еще одно международное событие, на котором обеспечивать безопасность будут и наши стражи порядка. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.